Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему: как поменяется ваша жизнь за 72 часа. Что случится ровно за 3 дня? Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты, стрелочки, стрелочки пошли, знаки. Вам будут знаки, вам будут подсказки, либо вы наконец-таки начнете читать те знаки, которые и так вам в виде подсказок идут. Кто-то, в принципе, с какими-то знаками разберется. Да? Может, вы учите эти правила дорожного движения, на права хотите сдавать. Вот прям устаканится, все в голове уложится, будете прямо закрытыми глазами любой знак угадывать. Да? Разберетесь. У кого-то, возможно, какая-то схема, над которой вы работали, либо какой-то проект сложный. В общем, все будет хорошо. Стрелочки у вас в правильном направлении, вы их принимаете, вы в них уже разбираетесь, все у вас получится. И даже если это знаки свыше, то поймете, что от вас хотят, либо поймете, что вам хотят донести. Дальше показывают какую-то странную женщину. У нее для вас как хлеб в руках, да? Она приготовила для вас хлеб. То ли какая-то хлебосольная хозяюшка будет вас угощать, а может быть это действительно какой-то подарок, либо женщина, которая поделится с вами ресурсами, да, почему бы и нет. Хлебушек большой, кругленький, и взаимодействие с этой женщиной очень благотворно скажется на всей вашей жизни, на вашем настроении, на вашем поведении, на вашем сне, на вашем самочувствии. В общем, женщина умничка, молодец, побольше бы таких женщин, и почаще, да, что приходили с хлебушком, угощали, и тогда вообще будет все замечательно. Дальше показан мужчина, зажигающий фонарик. Фонарик, конечно, тут огромный, таким фонариком, не знаю, пол улицы осветить можно, либо пол района у кого-то, если повыше повесить. Я так понимаю, что у мужчины были проблемы с тем, чтобы заставить этот фонарик светить, да, зажечь его. Но путем проб и ошибок, путем каких-то, знаете, изысканий ментального порядка мужчина все-таки поймет, что делать с фонариком и как заставить его гореть. Это идея. Это может быть и выход из той ситуации, в которой мужчина оказался. Вот как придумать. Я придумал, я теперь точно знаю. Я вижу направление, я вижу свет и знаю, куда мне идти. А может быть, этот мужчина для женщины старался. Может быть, мужчина решал проблему женщины. И вот теперь светло, и женщина видит путь, и она может прийти. Может, кстати, да, быть проблема в том, что вы, например, не вместе, либо живете в разных местах, и вы не хотели переезжать, мужчина не мог переехать, либо еще что-то, какие-то осложнения были. Но выход будет найден. Фонарик горит, и таким теплым, ярким светом все вокруг себя освещает. И женщина довольна, и мужчина доволен. Все, тьфу-тьфу, все случилось. Дальше. Показывают, что здесь какой-то хоровод, и вы, как часть этого хоровода, люди взялись за руки, людей здесь много, и люди водят хоровод, поют и танцуют. Ну, я так понимаю, что-то будете отмечать, праздновать, либо какая-то коллективная работа увенчается успехом, и это будет очень приятно. Вы как часть этой цепочки, да, как звено из цепочки, тоже к этому причастны, тоже приложили руку. Либо тут и работа будет сделана, и результат будет получен, да, то есть еще и результат получите. Вообще какое-то славное взаимодействие, особенно если это действительно какой-то коллектив, либо семья, все умнички, все молодцы, все хорошо постарались. Теперь действительно можно гулять, танцевать, петь, веселиться. Повод, да, у вас появится повод, у всех появится повод.
Дальше вижу каких-то двух обезьянок, они что, дерутся, что-то делают эти обезьянки с друг другом, как будто бы шерсть клочками вырывают. Обезьяны вообще в гадании на песке это не самый лучший знак. Обезьянами показывают очень противных, очень таких невоспитанных, неблагонадежных, даже в какой-то степени агрессивных людей. Еще и, кстати, склонных к воровству людей. В общем, какие-то две обезьянки, судя по всему, это две женщины. Они начнут выяснять отношения, не знаю, там подерутся, что-то у них такое, знаете, между собойчик произойдет, прям шерсть, может, волосы повырывают друг другу, прически испортят. И еще показано, что эти две дамы, две особи, да, все-таки обезьянки, они настолько будут увлечены друг другом, что не будут другим жизнь портить, либо другим людям мешать. Что-то явно не поделили, и вот конфликт у них произойдет. Дальше показывают борьбу. Нет, это не борьба. Здесь два человека пытаются друг другу что-то доказать. Это спор. Вот это не борьба, это спор. И очень похоже, что спорит глухой с немым. Нет в этом споре победителя. Не может быть. Вы вообще говорите про разные вещи на разных языках. И я не знаю, как вас угораздило попасть в такую ситуацию. Слушайте, спорить это, конечно, увлекательно, но это пустая трата времени. Надо не спорить, нужно приходить к консенсусу, нужно объединяться, нужно помогать и нужно все-таки создавать, а не разрушать. Мои хорошие, в этой паре кто-то должен оказаться умнее, другого пути нет. Если вы войдете в эту ситуацию спора, то вы в ней как в болоте застрянете, либо как в этих сыпучих песках. Слушайте, будьте умнее, будьте на голову выше. Понятно, что глухому ничего не докажешь, да? Либо немой, он как останется при своем мнении. В общем, надо вам что-то придумать. То есть, по идее, вы оба правы и оба неправы. То есть вы вообще по-разному видите мир. И договориться у вас в принципе никогда не получится. Тут либо разойтись, либо выслушать позицию друг друга, и все равно делать по-своему. Но не опускаться до спора. Это как сыпучие пески. Дальше. Мостик. Мостик сводит людей, либо помогает людям быть ближе. Какой-то мостик будет найден, либо построен, уж не знаю, как вы там, у вас, вернее, как проиграется. Но благодаря этому мостику люди становятся ближе друг к другу. Не было возможности встретиться, появится. Не было возможности договориться, получится. Не было возможности с кем-то познакомиться, знакомство состоится. Как будто бы сама судьба этот мостик установила, на своих плечах держит, говорит: так, ребят, давайте побыстрее, а то мостик тяжелый, я не выдержу долго. То есть какое-то такое небольшое окно возможностей, которым обязательно нужно воспользоваться. Я вижу, что когда мостик увидите, да, поймете, что появилась эта возможность, вы очень порадуетесь. И, конечно же, сразу туда побежите, да, на этот мостик. Дальше часы, что-то с часами. Часы, они же время. Смотрите, у кого-то отыграется, что время прям поджимает, да, можете где-то там не успевать, опаздывать, либо неправильно рассчитанное время может привести к стрессу. Да, не рассчитали время в пути, время там, не знаю, добраться из одной точки в другую точку. Либо глянули как-то на часы и не то увидели. У меня, кстати, часто такое бывает. Об этом спохватились, а уже время вышло. И еще у кого-то отыграется, что часики тикают, время идет, либо действуй сейчас, либо потом уже никогда. Но эта информация, скорее всего, для тех, кто что-то задумал и либо откладывал, либо считал, что еще, успею, да? Можете и не успеть. Я не хочу каркать, но тем не менее часики тикают, время идет, и у вас не так-то много времени осталось. Благополучного времени, когда вы начнете и закончите. Да, вы можете потом начать, и это все будет длиться бесконечно, будут какие-то неприятности, осложнения, либо там кто-то будет вас дергать, отвлекать, и дело не будет либо в принципе закончено, либо закончится там с годами, да, по прошествии нескольких лет, не дай бог. Так, еще вижу, что вы замерзли, что ли.
Хотя погода меняется, вроде уже как май, скоро лето, но вот вам холодно, и какой-то человек вас собой согревает, знаете, вот как-то так вас обнимает, телом своим согревает. Очень неожиданный жест, и многие из вас даже могут немножко испугаться, но я не вижу у человека дурных намерений, а человек действительно хочет вас согреть. Человек прям чувствует ваш озноб, либо ваш холод. Ну, может, понимает, что вы одиноки, что вам нужно там помочь, там, не знаю, эмоционально, ментально, физически, да, и человек это делает. И я вам еще такую вещь скажу, что человек совершенно неожиданный. То есть вы могли ждать от кого угодно, но не от этого человека. Может, вы не настолько близки, либо человек никогда не проявлял там особого трепета и внимания к вам, к вашей персоне, а тут такое, да, согревает вас собой. А, кстати, может, и не согревает, может, закрывает. Закрывает от кого-то, либо от каких-то неприятностей. Такое тоже может быть. Так, ох, тут двери. Дверь. Смотрите, как несколько дверей, и вам нужно выбрать правильную, либо войти в правильную, найти свою, одним словом. Я так понимаю, что либо вы должны четко понимать, что вам нужно, либо путем проб и ошибок будете во все двери входить. Ну, авось своя найдется. Ну, что есть, то есть. В принципе, да, ситуации бывают разные. Бывает так, что ты действительно не знаешь, что нужно, куда нужно, да, у тебя нет четкого адреса. Ну, найдете, справитесь. Главное, что двери-то все открыты, понимаете, закрытых дверей-то нет. И это уже очень хороший знак, да, многообещающий знак. Кто-то действительно, вот есть поговорка, да, мем какой-то в интернете, войти не в ту дверь. Ну, как бы да, там особый такой был очень такой нелицеприятный смысл, но в вашем случае войти не в ту дверь может оказаться даже большой удачей. Да? Возможно, вы идете по одному делу, к одному человеку, но по ошибке попадаете к другому, и там больше возможностей, больше каких-то перспектив, и вообще там закрутит, зацепит, да так, что будете ходить и радоваться. Что-то, по-моему, с Филиппом Киркоровым связано, если я не ошибаюсь, да, войти не в ту дверь. Ну, вот мем, который, да, в интернете ходит. Так, еще. Мужчина и женщина за руки взялись, как будто бы либо они объединяют усилия, да, вот у них согласие, они договорились, что мы объединим усилия для того, чтобы достигнуть общей цели, да, либо решить общую проблему. Либо это момент знакомства между мужчиной и женщиной. Вы руки пожимаете друг другу, да, в момент знакомства люди пожимают друг другу руки. Даже если вы так не знакомитесь, там, первому встречному, поперечному руку не подадите, все равно, да, в песке это знак знакомства. Прям по центру. Слушайте, это судьбоносное событие. У кого-то идет прям судьбоносное знакомство, а у кого-то судьбоносная договоренность с уже знакомым мужчиной. Да? Возможно, это ваш вообще благоверный, либо благоверная. И то, что вы нашли общий язык, и то, что вы смогли договориться, и то, что вы беретесь за что-то общее, оно созидательную энергию имеет. То есть оно будет вам помогать, оно будет укреплять вашу связь и ваш союз. А если это новое знакомство, ну, считайте, что вам повезло. Очень удачно познакомитесь. Я не буду говорить, что это конкретно там про любовь, про личную жизнь. Это может быть и не только про это. Но вот вы сами себе по прошествии времени скажете, что это знакомство было очень удачным, очень счастливым, потому что на линии жизни и люди прям такие светлые, позитивные, улыбаются. Дальше. Небеса кому-то из вас сбрасывают как будто бы веревочную лестницу. Знаете, такие страшные веревочные лестницы, у которых нет опоры, и по ним очень сложно и опасно подниматься. Я так понимаю, что вы просили помощи, либо вы просили знак, либо вы молили о помощи. И вот вам сбрасывают эту веревочную лестницу. Конечно, это не то, что вам было необходимо. Но высшие силы решили, что вы справитесь, что вы сможете, что вы эту веревочную лестницу, вы ее одолеете. Будет немножко страшно, но деваться некуда. Да, хоть такая лестница позволит вам выбраться из той ситуации, в которой вы оказались. Эта ситуация может связана и с материальным положением, и с ресурсным, и с личным, и какие-то проблемы, да, выбраться из проблем.
Вот, это самое главное и ключевое. Не бойтесь, высшие силы не хотят вам навредить. Высшие силы просто знают, что у вас получится. И вы сможете, обязательно сможете. Очень часто люди бездействуют, потому что не понимают, на что они способны. А не попробовав, не узнаешь. Вот, будет вам экстремальная ситуация, которую дают вам высшие силы. Так, еще. Какие-то женщины очень сильно обзавидуются. И тут не важно, вы женщина, либо вы мужчина. А какой-то повод, какая-то причина, я ее не вижу. Но я вижу зависть. И я вижу прям эти женщины, они как будто бы в лягушек превращают. Даже не в лягушек, а в жаб. Да? Жаба душит. Даже вот если вы мужчина, вам будут завидовать женщины. Ну а если вы женщины, то вот понятно, да, будут завидовать женщины. Слушайте, они такие неприятные, у них такие будут кривые лица, но прям, знаете, вот как истинные лица вам откроются, не смогут скрыть свою зависть, и, конечно же, жабы будут квакать. Вы человек, который к критике относится спокойно, нормально, но тут могут быть такие вещи, что даже вас подкинет, да, либо там глаз начнет дергаться, и будет желание вот прям привести этих барышень в чувство. Ну, пожалуйста, не прибегайте к рукоприкладству, потому что они мало того, что жабы, так еще и токсичные, да, не пачкайте руки, зачем вам это надо. Вот, знаете, что вы им нос утерли, знаете, что им никогда с вами не как сравняться, да, не достичь вашего уровня. И вот единственное, что у них есть, это как утешение, как таблеточка от горя, от боли, это зависть. Но вы им нос утрете, это прям 100%. Тут как несколько женщин, в общем, мне 3 показывают. И да, они будут квакать от зависти. Так, еще качель. Качель, кто-то приглашает вас покататься на качелях. А качели, знаете, вот такие, которые вверх-вниз, вверх-вниз. Знаете, это, конечно, интересно, забавно. Для детей такое хорошее развлечение, но для взрослых людей такие качели не подходят, да, не солидно это, да, кататься на таких качелях. Возможно, человеку нечего сказать, и поэтому он катает вас на качелях. Возможно, нечем крыть. А возможно, человек пытается, ну, скажем так, скрыть свои какие-то недостатки. Почему я это говорю? Да? Такие качели могут случиться в отношениях, когда мужчина там стесняется, либо женщина стесняется, либо боится какого-то разоблачения, либо боится каких-то неприятностей. И человек, значит, принимает на себя роль, маску обиженки. И типа, вот, то 5 минут назад целовал кончики ваших пальцев, а то все сидит, как это сыч, надулся, напыжился, отвернулся к стене, и все, не подходи. Это, знаете, форма защиты и какие-то вот превентивные меры, да, чтобы вы не раскусили, не узнали правду. Вот, на этих качелях кататься не надо. Можно сразу в лицо сказать, что это что, такая форма защиты, да, что ты скрываешь, что ты натворил. Лучше признавайся по-хорошему, иначе все равно узнаю. Ну, может, человек и признается, но может и не признается. Хотя я думаю, что признается, потому что ну, сопротивляться вам этот человек не может. Поэтому вы выбираете эти качели. Дальше. Кто-то птичку за хвостик схватит. Так, ну не делайте это в жизни, да, потому что пожалейте птичек, да, не нужно обижать животных. Ну, если мы говорим символично, да, скорее всего, это птичка счастья, да, синяя птичка счастья. А может быть и птичка, которая удачу приносит, да, вы ее за хвостик схватите. А птичка небольшая, то есть сулит вам тоже какую-то небольшую удачу либо везение, но тем не менее этого будет достаточно. В каком-то новом месте, либо в какой-то абсолютно новой для себя ситуации вы эту птичку за хвостик схватите. Хороший знак на самом деле. И вот, да, повезет так повезет, либо удачное стечение, супер удачное стечение обстоятельств. Да, именно так и показали. Так, еще чей-то дом показывают. Чей-то дом, и в этом доме будет принято какое-то решение. Либо, будучи дома, вы получите известие, что было принято какое-то очень важное, глобальное для вас решение. Может, вы к кому-то домой пойдете, и человек согласится там, не знаю, с вашим предложением, либо согласится вам помочь.
А может, вы дома будете, там телефонный звонок, и вам об этом говорят. Но вот под крышей дома я вижу радость и улыбки, прекрасное настроение, даже как смена настроений, как будто бы темную одежду сняли и во что-то яркое, светлое, такое разноцветное облачились, да, потому что это потрясающие светлые эмоции. Ну, дай Боже, пусть так и будет. На работе у кого-то возможен момент несправедливости, да, какого-то несправедливого обращения, либо отношения, либо распределения. Но знаете, что там, где пусто, там и густо, да? У вас получается как перекос, но потом выравнивание. То есть в чем-то одном вы встречаете несправедливость, да, либо вы считаете, что с вами несправедливо поступают, и буквально в тот же день, либо там в течение часа вы что-то вот как получаете, да, что полностью с лихвой компенсирует момент вот неприятностей. Это даже не неприятности, это обидный момент. Да? Несправедливость – это обидный момент. То есть за негативным моментом позитивный следует. И вот благодаря тому, что такая накладочка, да, на негативное, позитивное накладывается, у вас, в принципе, я вижу, что не будет каких-то там ударных состояний, да, не будет там переживаний особых. Скажете, а ладно, там не повезло, зато здесь повезло, да. Там не получил, зато здесь получил. Да, вот как-то у вас компенсируется. Так, дальше. Человек, мешок вам предлагает. А что в этом мешке? Да? Интересный такой момент. Мешок вам будут не просто предлагать, а прям навязывать. Вот бери и все. Бери, покупай, иначе я обижусь, иначе там то, иначе и все. Как этот кот в мешке, да? Вам пытаются продать этого кота в мешке. Но тот, кто вам этот мешок пытается отдать, я так понимаю, что не хочет вас обижать, тем более этот человек все-таки вас уважает, дорожит отношением, либо хотел бы построить хорошие плодотворные отношения. То есть, в принципе, да, скорее всего, это слепая покупка, либо покупка-сюрприз. Ну, будете удивляться, будет интересно, да, будет распаковка, будет интересно. И, кстати, да, у кого-то еще отыграется, что человек может вам что-то очень хорошее продать по очень сильно заниженной цене. Опять же, если человек заинтересован в вас, в дальнейшем сотрудничестве, общении, выстраивании гармоничных, продуктивных отношений, человек даже пойдет на этот шаг, что-то очень дорогое, может вам либо по символической цене продать, либо, в принципе, подарить, сказать, что мне это не надо. На самом деле вещь дорогая и ценная. Вот, так что не удивляйтесь. Что-то у этого человека на уме к вам есть, и это неплохое. Так, дальше. Погода будет удивлять. Погода. Это не у всех отыграется, а у кого-то конкретного. Знаете, вот такая резкая смена погоды. И, кстати, атмосферное давление тоже может резко поменяться, поэтому у кого давление, кто метеозависимый, да, вы там держитесь, да, готовьтесь. То есть может быть холодно, а потом раз и жара. А может быть жарко, а потом раз так похолодало, причем так ощутимо похолодало. Ну, бывает, да, бывает. Глобальное потепление, климат нестабильный, полюса там смещаются. Ну, все вы это слышали, да? Ну, вот оно проигрывается в смене погоды, в том, что погода может преподносить такие вот странные сюрпризы. Так, еще какого-то человека будете жалеть. Смотрите, человек сам себе на уме. И человек, может быть, и женщиной, и мужчиной. И это человек какой-то, знаете, профессиональный плакальщик-попрошайка. То есть умеет втереться в доверие, умеет вызвать слезу, умеет там рассказать душещипательную историю. То есть это, знаете, как поставлено на поток, профессионально набита рука. Не дайте себя обмануть. Вы человек очень чувствительный, очень жалостливый. И вы можете дрогнуть, когда услышите вот такую задушевную историю, что вот там я, то сё, там проблемы, денег нет, голодный, холодный, никому не нужный. Человек хочет урвать свое, либо чужими руками свою проблему решить. А у кого-то вообще вампир отыграется, да? Голодный вампир, который
чувствует вашу сладенькую вкусную энергию, такой думает, сейчас покушаю, да, покушаю, еще и впрок возьму. Так что, мои хорошие, жалеть надо с умом. Вот эти все слезливые истории, да, бывает, что человеку нужно выговориться. Но вам с вашей энергетикой таких людей нужно избегать, да. Помогать помогайте, но с жалостью не перебарщивайте. Все, вот это вот прям такой знак, что будь поосторожней и не дай себя использовать либо эксплуатировать. Попрошайка профессиональный, плакальщик, попрошайка. Так, ну и к венцу ближе нам показывает человека, который какую-то добычу домой тащит. Добыча, да? Вот охотник пошел в лес, подстрелил там дичь. Либо рыбак выловил огромную рыбу. Либо вы, либо ваш близкий какую-то добычу домой принесет. И будет пир, и будет радость, и будет праздник. Вот прям прекрасное настроение, радость за ближнего, и опять же радость за себя. Прям вам гарантировано. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо. Всем пока-пока.